Того, что в прессе распространилась однобокая информация, в связи с чем мы вынуждены дать свои комментарии по поводу вынесенных судебных решений. Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что целью гражданского судопроизводства является восстановление нарушенных прав граждан юридических лиц, независимо от форм собственности, которые являются участниками гражданских правоотношений. И для того, чтобы суд смог принять правильное и верное решение, для этого Гражданско-процессуальный кодекс предусматривает определенную процедуру, согласно которой соблюдение этой процедуры приводит к правильному рассмотрению дела. И, пользуясь своими гражданскими правами, один из участников общества Тансу обратился с исковым заявлением в связи с тем, что возник спор между учредителями общества, которые были вызваны определенным поведением других участников общества. Считая свои права нарушенными, Тахиров обратился в суд с иском. В обосновании своего иска указал, что действиями его соучредителей обществу, а также ему лично нанесен значительный ущерб. И, в обосновании доводов своего искового заявления приложил доказательства. Судом было рассмотрено исковое заявление с участием всех сторон, с участием истца, ответчика. И стороне истца, и стороне ответчика было предоставлено право предоставить доказательства в обосновании своих доводов, либо в опровержение довода своих оппонентов, чем стороны воспользовались. И, дав оценку всем доказательствам, представленным по делу совокупности, суд принял решение об обоснованности иска. Не соглашаясь с этим судебным решением, ответчики обратились с апелляционной жалобой. В основу своей жалобы положили то, что судом были неверные экспертизы приложены, недостоверные экспертизы, но при этом никаких доказательств, которые бы опровергали доводы истца, представлено не было. Более того, доказательства, которые представлены со стороны ответчика, они подтверждали доводы истца о том, что сделки, которые были заключены от имени общества, они значительно ухудшили материальное положение общества. Цена имущества, которая была продана по сделкам, она в разы ниже рыночной стоимости этого имущества. Кроме того, имущество было передано фирме, которая была зарегистрирована на сына одного из соучредителей по бросовой цене. И фактически общество было оголено, все активы общества были выведены, а также трудовой коллектив в итоге перешел в другое общество. Дав оценку в совокупности всем доказательствам по делу, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, о чем был вынесен судебный акт. Также было разъяснено право сторонам на обжалование этого судебного акта в кассационном порядке, чем они и воспользовались, и суд кассационной инстанции подтвердил верность выводов судов первой и второй инстанции. И в заключение хотелось бы сказать о том, что в любом споре у каждой стороны своя правда. И для того, чтобы понять, кто из сторон прав, для этого нужно выслушать позицию обеих сторон, дать возможность им доказать свою позицию, дать возможность опровергнуть позицию своих оппонентов. Это задача гражданского судопроизводства. Я думаю, что в принципе каждый гражданин, он тоже имеет право на объективную оценку, он тоже имеет право услышать мнение обеих сторон по спору. И поэтому, когда информация в СМИ распространяется однобоко, только с позиции одной из сторон, это, конечно, вызывает негативные чувства у сторон. Поэтому я думаю, что в первую очередь граждане имеют право знать правду. А правда — это, в принципе, и в руках прессы тоже донести правду до населения путем публикации информации о определенных событиях. Для этого необходимо выслушать все стороны, которые заинтересованы в исходе, участвуют в деле.